Июнь 2018 года. Нас 9 человек. Из Сыктывкара, Ижевска, Ханты-Мансийска. Отправляемся от Дома дружбы. И в этом есть какая-то связь с задачей нашей экспедиции. Какая-то грустная ирония. Мы едем искать то, что осталось от великого смешения наций. Той невольнической страны, что носит название ГУЛАГ. Дружба народов по неволе. Что осталось от тех времен? Я хочу вас всех поздравить с началом нашей экспедиции. Каждый день будет приносить нам, я думаю, только приятное, хотя форс-мажор мы не исключаем. Наша экспедиция организована немецким культурно-деловым центром КОМИ. Отправляемся в Уктыльский район. Нам важно узнать, что осталось от тех российских репрессированных немцев, что были вывезены в 30-40-е годы на берега Средней Печоры из разных областей Советского Союза, прежде всего Поволжья. Это не первая экспедиция центра. В прошлом уже были Карткировский, Ускуломский и Троицко-Печорский районы. Материалы с прошлых поисков есть на сайте центра в музейном разделе. Уже сейчас ясно, поиск будет затруднен. Места дальние и почти безлюдные. Посмотрим, что отыщем. Первая остановка происходит в Ухте. Здесь находится уникальный частный музей Виктора Мора. Он потомок репрессированных немцев. Родился в Коми, вырос на станции Глуш Кожвинского района. Сохранение памяти о сталинском времени стало смыслом его жизни. — 38-го года. Так, вы готовы? Нет. Салют будем давать? Да. Нет, Нет, все согласны? Вагон-теплушка, в котором хранятся экспонаты Виктора, словно подчеркивает главное. Это вагон того паровоза, что летел в коммуну по шпалам из человеческих тел. Сапоги, все, тоже 50-х годов. Североход. Так заключенные ходили. В чем привезли, в том и работали. Износ был бешеный. Бабушка говорит, сами себе рукавицы сшили с одежды. Пожалуйста. Она, правда, видите. Уже усохла. Очень модная. Очень модная. Все, маленькая. Да, сейчас. Стоит зайти в этот вагон времени, и та суровая реальность, которую уже мало кто помнит, вновь оживает. Почти каждая вещь одушевлена персональными надписями своих далеких хозяев. Вещи достались Виктору Мору в разное время и разными способами. Что-то было ему подарено, что-то приходилось покупать за свои деньги. Это тоже найдено на Ветлосяне, тоже Косли, Урал. Да, отлито. Царского периода, представляете, как занесло, да? Каслинское литье, да. Развязался качан напополам. Вагончик небольшой, но когда-то он мог вместить 100 людей, когда перевозили этих людей как скот. Вместе с этими людьми ехали их вещи, самый минимум, что успели взять. Людей уже нет, а вещи остались. Некоторые стали экспонатами ухтинского вагона. Вещи не только советско-лагерные, но и с войны трофейные. Все экспонаты не имеют четкого разделения по родам, но все они из того времени. Носители той сталинской реальности. Собирали народ. Еще одно место, которое мы посетили в Ухте – Центр немецкой культуры. Находится он на первом этаже жилого дома. Мы занимаемся с посетителями разных возрастных групп. Это начиная с детского сада, младшие школьники, старшие школьники, средние классы. И встречи проходят у нас вот в таком вот помещении. Центр разбит на несколько секторов. В одном поют, пляшут, в другом рисуют, занимаются поделками. Похвастались.
Ясно, что здесь, помимо немецкой культуры, изучают также культуру Коми-края. Люди приходят сюда разные и занимаются по интересам многими вещами. Не скажу. По дороге в Уктыл нужно переправляться через Печору. Город газовиков находится на правом берегу реки. Некоторые из нас видят Печору впервые в жизни. Здесь она в своем среднем течении не столь широка, как на севере. И вода не столь еще мутная. Река здесь еще хранит чистоту уральских притоков. Это подтверждает наличие в реке хариуса. Мы эту рыбу еще увидим. Мост в Уктыл так и не был построен. Переправляются горожане через Печору на пароме. Город, построенный ради газодобычи, так и не стал газовой Меккой. Но в Уктыле берет начало мощный газопровод «Сияние севера» Уктыл-Ухта-Торжок. Уктыльский район один из малолюдных. 10 тысяч проживают в Уктыле и еще 2000 в деревнях, а деревень всего 10. Однако малолюдными эти места были не всегда. Можно выделить несколько периодов массового людского пришествия. Первое тысячелетие заселения древними коми. Об этом рассказывают клады, найденные с коми украшениями того периода. Потом уход коми из-за постоянных нападений манси и ненцев. Потом вновь приход коми русских старообрядцев. А после революции самый массовый наплыв – зэки и спецпереселенцы. Десятки тысяч людей, десятки национальностей. Никогда здешняя Печора не видела такой людской массы. И еще один наплыв пришелся на 60-е годы. Газовики и лесорубы. Все волны людские схлынули. И кто же остался, мы узнаем. Это тоже одна из задач нашей экспедиции. После посещения Троицко-Печорского района была тоже у нас экспедиция. Нам было предложено продолжить эту работу. И практически вот с прошлого года эта идея воплощалась у нас в жизнь. Предшествовала этому колоссальная, я бы сказал, работа. Основную долю ее как раз выполнял директор Штралер Олег Францевич. На меня были возложены обязанности по согласованию и формированию команды. Согласование трансферта наших участников, это тоже заняло массу времени, потому что все-таки требовалось финансирование. Эта работа, которая, в общем-то, предшествовала этой экспедиции, в общем-то, не прошла даром. В глубинке такой северной я впервые. Главное, впервые увидела Печору. Это вообще меня это зрелище потрясло. Я почему-то не так это все представляла. А как можно представлять Печоры? Ну вот она какая-то, вот вы знаете, полноводная. Вот это все, вот это окружение, эти леса, эта тайга. Ну, в общем, это все красивее. Почему-то мне север как-то он более таким мрачным представлялся. Подчерье, где мы планировали разбить наш лагерь, находится также на правом берегу Печоры. Как часто бывает в Коми, населенный пункт сложился из села и поселка. Поселок образовался в советские годы с развитием лесозаготовок. А вот село живет аж с 1788 года. Основано старообрядцами. На Урале это частое явление. Меня, в принципе, интересовало то, что вот моя бабушка немка, я пошла в школе учить немецкий, прям так осознанно и сознательно. В прошлом году я ездила в Нижний Тагил, там был семинар по российским немцам, и там был Олег Штралер. И он рассказывал о том, чем они занимаются, рассказывал про вот эти экспедиции, которые они проводят, про их онлайн-музей. Мне это стало все чрезвычайно интересно. Ну и вообще, в принципе, в Коми мне всегда хотелось ездить, именно вот из-за этой темы. Первого с Волгоградской области отправили в Удмуртию, это деда. Мужчину отправляли в первую очередь.
депортировали, а потом их семьи уже воссоединялись. И так мой отец вот появился в Удмуртии, в городе Глазове. И так они там и остались. Вначале, когда их привезли, они говорили по-немецки, но быстро поняли, что надо говорить на русском языке, то есть переучивались. Нам бабушка с дедушкой показывали традиции, но не более. Говорить по-немецки мы не говорили. После приезда и размещения на ночлег в администрации поселка наконец-то знакомимся лучше друг с другом. Нам вместе предстоит прожить несколько дней и пройти много дорог. Так что вот у нас такая группа очень мощная. Здесь Слава Владимировна, кандидат исторических наук, Шарапов, кандидат исторических наук, я только политических наук кандидат. Но остальные еще пока не обременены степенями. Но я считаю, что по компетенции наша команда очень грамотная, и мы ждем очень много от этой экспедиции, много интересного, много полезного. Экспедицию помогла организовать Наталья Викторовна Шуричева, заведующая сектором по туризму администрации городского округа Вуктыл. Она сама страстный турист и опытный краевед. Ее любви к Вуктыльскому району хватило бы на дюжину человек. Не утомляя себя долгими разговорами, делаем первую вылазку. В отличие от поселка, село находится на более красивом месте. Стоит на высоком берегу, на стрелке рек Подчерья и Печоры. Начинаем знакомиться с новыми местами и людьми. Вас не кусают комары? Нет, мы местные. Своих не кусают? Да. Договорились с комарами. Река Подчерья, она идет прямо на восток. Вот если вы сядете на лодку, возьмете приличный мотор и поедете вверх по реке, то через час примерно вы будете на Уральских горах. Вода, говорят, помогает, лечит. Вообще оказывает всякое полезное воздействие на человека. А на вкус она сейчас... На вкус хорошая вода. Прям вкусная даже, вот Да, можно сказать. я согласен, вкусная вода. Село, в отличие от поселка, абсолютно пустынно. На улице редкие прохожие, тишина. Только где-то кукует кукушка, фыркает лошадь и звенят комары. Кстати, комары летом в здешних местах везде и всегда. Скамейка над рекой – это в любой коми-деревне, как правило, место вечерних посиделок. Сегодня рядом с ней особенно людно. Думается, такое случается здесь редко. Место такое удачное. Много рыбы. Много комаров, это ладно, бог с ним. Это уже потом. Но в целом очень хорошо. Где, например? Красиво. Жителей села с немецкими корнями в селе мы не обнаружили. Здесь сложно обнаружить кого-либо вообще. Интересно, что в селе происходит зимой? И происходит ли? Завтра в Подчерье ожидается праздник. Вот и объявление соответствующее появилось. 1 июля в 11 часов для желающих принять участие в празднике от остановки Старой больницы будет организован автобус в район аэропорта. А аэропорт – это просто место, потому что, конечно, ни один самолет уже тут давно не садится. Вот, и в этом местечке будет завтра праздник. Любопытно. Посмотрим. Называется он «Обряды народов Коми». Авторство мероприятия принадлежит местному дому культуры. Удивительно,
но на него каждый год съезжается несколько сотен людей. В этом году ожидают не меньше, несмотря на жуткий прогноз погоды, облачно и близко к нулю. Люди в том числе придут посмотреть на немцев, волей судьбы ставшими еще одним народом Коми-края. Здравствуйте, молодушки! Да ребята удальцы, веселые молодцы! Добрый день, гости дорогие! Милости просим! Проходите, располагайтесь! Траву шелкову накосили, травушку-муравушку под ноги постелили, чтоб весь год с любовью да верою люди добрые жили. Im Namen des Deutschen Kultur- und Geschäftszentrum der Republik Komi. In dieses schöne Volksfest wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Laune. Дорогие друзья, мы приветствуем вас от имени немецкого культурно-делового центра здесь, на этом замечательном празднике. Наша немка Татьяна Шамберт из Ижевска делает мастер-класс по выпечке немецких крендельков. Возьмите рецепты, дома попробуйте. А давайте мы сейчас с вами попробуем. Рядом выставлена литература по немецкой культуре, материалы по изучению немецкого языка. Это все будет потом передано бесплатно местным активистам. Члены нашей экспедиции, оказалось, умеют не только работать, но и веселиться. Национальные коллективы сменяют друг друга. Еще один член экспедиции Юлия Попанова из Ханты-Мансийска предпочитает сыграть со всеми зрителями в занимательные игры. Актриса, жива она до сих пор, снималась в служебном романе. Да, Лиса Фрейндлих. Чуть-чуть посложнее. Чудесный ребенок. Градус настроения растет, и он зашкалит, когда выйдут и полетят в немецком танце Александр Савельев и Татьяна Шамберт, Олег Штраллер и Светлана Бандура. Народ словно ждал этого. Получилось или нет, все кинулись в круг. В целом праздник удался. Но, как говорят, делу время, потехи час. Завтра делаем вылазку в Боярский Вис. Бояр там, конечно, не будет. В лучшем случае найдем осколки одного из лагерей. Нас будет ждать Хиус, катер на воздушной подушке, и река Печора. Расстояние от Подчери до Боярвиса, куда мы направляемся, порядка 15 километров вниз по реке. На Хиусе по Печоре такое расстояние преодолевается быстро. В этой поездке нас будет сопровождать местный активист и краевед Ольга Ивановна Шуричева.
потомок старообрядцев и спецпереселенцев. Ничего боярского в Бояр-Висе нет, просто лес. Можно легко проплыть мимо, если б небольшой валун на берегу. Он не только ориентир, как оказалось, он часть истории этих мест. Это камень слез и надежды. Видимо, этот камень знал, что когда-то здесь будут люди репрессированные, мучаться здесь будут. Когда людей привезли сюда, у них была настолько тяжкая жизнь, настолько тяжкие минуты, что они на этих камнях приходили, смотрели на реку, садились, плакали. Один человек до чего плохо себя чувствовал, на этом камне умер. Если бывает возможность здесь бывать, вот я сижу на этом камне и плачу. Ну, не могу встать просто, честное слово. Поначалу кажется, что берег Бояр-Виса ничем не отличается от других безлюдных мест. Так же красиво ягель, сосны, кедры. Вот какие грибы странные тут растут. Какие-то разноцветные, как зонтики. А я почему-то не видел раньше такие грибы. Вы видели такие грибы? Будем попадаться на бесконечные эти ямы, это В любом красивом месте обязательно что-нибудь не так. Не так это комары. Но, в общем-то, они везде. Здесь их очень много. Даже днем, даже в жару. Вот. Ну, впрочем, если есть хороший антикомарин, то можно передвигаться. Посреди деревьев замечаем множество ям. Подобные ямы в Коми-народе часто называют чудскими. Мол, в стародавние времена чудь в них хоронилась и хоронила себя. Здесь похожий случай, однако не миф, а реальность. И не такие уж стародавние времена. Здесь был лагерь для репрессированных. Мы пробуем понять, какая история могла быть за каждой ямой. Прям по обеим сторонам вот какие-то нары тут располагались, вот там они. А сколько человек там было? От 30 до 40 в одной землянке. А сверху засыпали уже землей. Ага. То есть получалось такое укрытие. Ну, как землянка, как в войну тоже. А вентиляция-то только размер где-то была? совсем другой. Как там? Вентиляцию делали через трубу. Ага. Делали и печки. Делали печки там. То есть там было все хотеть. Поставили нары. Непонятно что. Я, собственно, даже не могу понять. Трудно сказать, что это... Либо дверь, может быть. Нет, что-то подвешивали сюда. Вот так. Потому что, видите, груз. Лампу, керосиновую лампу. Очень такой мощный крючок. Точно. Вот эти крючки, это чокеры, да, для того, чтобы тащить бревна там. Ну да, конечно. Мы находимся на месте бывшего лагеря политзаключенных с 30-х по начало 50-х годов. Здесь они умирали массово, умирали от цинги, от тифа. Вот тиф первый раз пошел вот с лагерей политических. Раньше тифа здесь не было у Коми. Хоронили их под номерами. Ставился такой столбик, и на нем номер. Столбики быстро гнили, и все покрывалось мхом. Ну, вместо них привозили новых, как бы лагерь держался вот эти столько долгие годы. Некоторых вывозили на работу, даже далеко, на точильную фабрику в Усть-Вою. Работали в Карте на угле. Сколько человек одновременно здесь находилось? В общем, первоначально сведения у нас такие, что в пределах 500 человек, потом лагерь вырастал до 2000. Никто не заботился сохранением спецконтингента. Потомки репрессированных и очевидцы рассказывают, как их родители везли на баржах и выбрасывали на пустых берегах. Первый год, как правило, люди жили в землянках. Ее можно было построить быстрее, чем срубить барак. Вот здесь, в этом Боярском Висе, остатки бывших бараков, сохранившиеся. Мы видели землянки, мы видели остатки стен.
Все ведь по-разному относятся к нашей такой местами страшной истории. И кто-то хочет забыть какие-то моменты истории, оставить просто это как туристическое место, красивое с точки зрения природы. Но память не может уйти просто так. И может быть и вот мемориальный туризм. Почему нет? В каждом государстве происходило что-то страшное, разные периоды были. Просто людям нужно помнить о том, что это было. Самое важное, наверное. Осталось что-то на этом месте или не осталось. Хотя лучше бы, конечно, чтобы остались эти объекты. Но главное, чтобы люди помнили об этом месте. Наша экспедиция оснащена всем необходимым для автономного существования. Между нами есть негласное разделение труда. Например, Рубин Эдигер, страстный рыбак, ловит нам рыбу. Татьяна Шамберт варит из нее уху. А Галина Гаева в это время пишет заметку об очередном прожитом нами дне в свою газету. Мы тут без хлеба уже. Хлеб забыли. Катер везет нас дальше, вниз по Печоре. Кырта. Так называется поселок, куда мы направляемся. Он в нескольких километрах от Боярского Виса. Что будет дальше, мы расскажем в следующей программе.